Как мы видим, исходя из вот этих данных, что те события, которые произошли, явно выгодны сионистам и определенным еврейским группам, которые отстаивают те или иные свои интересы. Ну и следующая причина, о которой немало говорится, да, собственно, которой помогают и сами еврейские деятели, которые, в частности, работают в Днепропетровской области. Вы, наверное, слышали о таком понятии, как хазарский каганат, который в свое время существовал, но порой говорят, я думаю, это скорее образы, 3 хазарские каганата, включая и Советский Союз, и СНГ, но мы говорим о том каганате, когда были каганы, беки, и когда, по сути, тюркоязычное, тюркское население азиатское приняло иудаизм, в связи с тем, что многие евреи здесь идентифицируются как потомки именно, скорее, вот того хазарского каганата. Так вот, действительно, эту, казалось бы, фантастическую идею в какой-то степени подтверждают лидеры еврейских организаций и мощной еврейской общины Днепропетровска. Вот, в частности, 6 мая 2014 года в медиапроекте «Киев еврейский» заместитель главы Днепропетровска Филатов сделал сенсационное признание. Цитата. «Что делать с теми, кто искренне желает смерти моей стране? С феерическими русскими идиотами, искренне не понимающими, почему мы готовы их убивать. С подлыми русскими журналистами, которых и людьми назвать-то язык не поворачивается. Со всем этим сонмом нечисти. Завтра будет новый день и взойдет солнце. А что будет делать вся эта нечисть? А мы должны будем строить новую страну, в кавычках, город на холме, новый Сион, землю обетованную». Вот таким образом, по сути, это заместитель Игоря Коломойского, олигарха, на откуп которому отдана Днепропетровщина и шире. Вот. По сути, я думаю, что скорее это Коломойский устами своего партнера и соплеменника по еврейской общине Днепропетровска озвучил вот эту идею сам, которая совпадает, по сути, со строительством какой-то особой территории, особой земли обетованной. Верно, да? Как мы знаем, в событиях на Майдане принимали участие, мы это освещали в наших предыдущих интервью и материалах, конкретно спецназ, в частности, израильский спецназ, порядка 100 человек, официально это данные американской еврейской прессы и медиапроекта Jewish Telegraphic Agency, и в частности Дельта, один из активистов с большим опытом работы в разных странах, возглавлял вот эту группу, которая в свое время активно работала на Грушевского. События Грушевского вы все помните. Когда, казалось бы, была улажена ситуация, все это произошли те события, которые переломили ситуацию и переломили вот ход тех событий, о которых идет речь.